Испытано на себе. Мы рады приветствовать вас на телеканале Якутия-24. В эфире проект «Испытано на себе». Меня зовут Руслан Ачиров, и сегодня я нахожусь в репетиционной точке группы «Фуга». Рядом со мной находится Иван, он барабанщик этой группы, и сегодня с помощью него я попробую себя в роли барабанщика. В общем, начать нужно с того, что первым делом барабанщик играет не руками, а палочками, да? То есть это палочки не для суши, это просто обычные палочки для барабанов. Для того, чтобы правильно их взять, мысленно делим их на три части, то есть на три равные части. В конце этой части обхватываем, вот, двумя пальцами обхватываем, сильно достаточно, чтобы она не выскользнула в порыве творческого экстаза и так далее. Потом эти три пальца нужно положить на палочку, но не зажимать. То есть это важно, чтобы она свободно вот здесь гуляла, а вот здесь, наоборот, сидела крепко. То же самое для левой руки. Относительно барабана, палочки находятся вот крест-накрест, всегда. Всегда. Да. Что еще важно запомнить, вот эта тарелка называется хай-хет, единственная тарелка в установке, в которой еще играется ногой. Это рабочий снейр, его еще малым называют, да, ну рабочий. Это подвесной альт, это напольный том, это вот второй напольный том. Также два крэша и маленький сплэш. То есть это у нас ассортимент как бы тарелок здесь ограничен, но так-то можно вообще огромную-огромную кухню собрать, что называется, да. Пока что мы будем играть в хай-хет, рабочий и в бочку. Да. Вот, давай попробуем. Так. Да, вот эту нужно всегда зажимать, то есть она всегда здесь, да, вот, видишь, она в открытом состоянии, если могу убрать, но нужно зажать ее, да. Вот так она все, выглядит. и забыл про нее. А, я по ней не да. вижу ничего, да? Да. Сейчас нужно ударить ногой один раз, правой, потом правой рукой ударить сюда, потом ударить сюда один раз и опять сюда. И далее мы циклично повторяем это. Вот, отлично, отлично. Ой, нет, подождите. Нет, хорошо, Так. хорошо. Медленнее темп, расслабленно. Вот, молодец. Это, Почти. Схема посыпалась. Ну, ладно. Да-да-да. Еще раз, еще раз. Я этого ожидал, так. Никуда не торопись. Вот, молодец, отлично. Этот бит называется диско-бит. То есть Диско-бит. люди от 30 и старше могут еще ностальгическую слезу при этом пустить. Ага. Диско вспомнить, да? Диско-молодость свою. Так, теперь давай попробуем что-нибудь посложнее. Так, давай. Правая рука теперь у тебя будет работать интенсивнее, да? То есть бить сюда постоянно. Счет бывает раз, и два, и три, и четыре, и. На все счеты ты бьешь вот сюда. Раз, и два, и три, и четыре, и. Медленно попробуй. Два, и три, и четыре, и. На счет раз тебе нужно одновременно с ногой, с правой, сюда ударить. Да, потом пустой идет сюда. И с рукой одновременно. Вот с этой. Да. Обе руки здесь просто. Без ноги. Да, да, да. Так. Медленно, вообще в максимально медленном темпе. Так, стоп. Вот. И Да. вот это тоже бью. Да, в конце у тебя остается пустой, и потом опять нога идет. Сигнал в моей голове, то есть вот эти нейроны, да, я чувствую, что они иногда путаются и подают одновременно на все руки, ноги. Это можно сравнить с тем, что иногда бывает сложно, если ты не натренирован, как бы одновременно крутить руками по голове и по животу. Так, Барабан ну, это вообще один из самых сложных инструментов, потому что задействованы все части твоего тела. Для Так. раскоординации очень. В общем, я за самое сложное взялся, да? Надо было отвлечься. Вот. Да, ну допустим, можно еще попробовать тот же рисунок сыграть только в райт. Допустим, ближе к беллу. Белл это вот серединка у каждой тарелки. Да. Вот это. Можно либо в нее бить, либо рядом с ней. Правильно? Правильно? Да, можно еще также разнообразить. На
первый удар, допустим, ударить в одну из этих тарелок. Первый удар туда, а последующий все то же самое. Да, и либо сюда, либо сюда можешь перенести, без разницы. Началось. Так, Медленно, так, так. медленно. Почти. Сейчас, подождите. Я сейчас попробую так. Да, можно заглянуть. Так должно быть, да? Да. Надо расслабиться, кажется. Да. Так. Почти уровень металлики, почти что. Почти. Руки, так. Да. Главное в этот момент всегда, когда играешь, расслабляться, ловить дзен и так далее. Как меня учил когда-то вот мой знакомый, как играть на барабанах, нужно думать о домашних делах, о том, как все там кофе, чай налить, и при этом руки должны сами автоматически играть. Для этого нужно максимально расслабиться, но и не забывать про динамику, то есть бить сильно, четко, потому что барабанщик, он в группе задает темп, все равняются на него. Поплыл барабанщик, грубо говоря, поплыли все. Понял. А всегда левой рукой бью по этой. Да, но также есть координационные упражнения, допустим, можно попробовать бить сюда правой рукой, а здесь вести левой. Соответственно, для левши можно в обратном порядке делать, чтобы развивать оба полушария. Друзья, это на самом деле очень сложно. Это, мне кажется, ты сколько учился? Я вообще так активно играю уже, вот с парнями года 2 играю. А так, для того, чтобы выучить базовые вот какие-то вещи, уходит поначалу много времени, потом ты понимаешь, как это все работает, и уже начинаешь усложняться. То есть в барабанах нету пика. Как и любой музыкант, он всю свою жизнь развивается. Фильм классный был, называется «Одержимость». Вот. Да. Классно. Ну, это вот как раз тот случай, когда хотели еще сильнее, быстрее, выше, сильнее и так далее. Да. Так, стоп, что-то сломалось, так. Нет, 2 раза сюда. Так, 2 раза. 2 раза рабочий, 2 раза. Да? Да. С правой руки правая, левая. С ногой. Так, тогда отсюда я тоже должен правой сначала Да. ударить. Правая ведущая. Вот. Идеально. Так. Да. Главное, смотри, если играешь сам бит в среднем темпе или медленно, заполнение должно быть ровно таким же темпом. Так, у меня это должно получиться. С ногой, да. Все, а так, принцип и звучание. Главное в голове представлять, как это все должно звучать. Вот. Такие казусы тоже случаются. В эти моменты нужно уметь играть одной рукой. Левой Слушай, подогревать действительно. толпу. А там прямо идет мощный драйв, да, и ты уронил. Вся Да. группа тебя не будет ждать, пока Да, ты пойдешь. для этого барабанщики с собой вот где-нибудь рядом держат целую. Вот эти. Ну, как Да. бы. Но можно попробовать сыграть другой бит. Вот, почти. Вот Почти. сейчас вот идеально получилось. Не хлопайте. Сбился, так. Отлично, отлично. Да, да. Вот сейчас Ну, вот в целом, отлично. понял. Отлично было. Есть. Надо, короче, домой поставить на зло соседям барабаны. Кстати, а ты как репетируешь дома? Ну, Мы в основном репетируем здесь, дома я занимаюсь на пэде, то есть это такие резиновые штучки. электронные да, барабаны. да, они как не электронные, просто деревяшка такая, на которую резинка приклеена, и дома просто развиваешь руки. Допустим, можно также на коленках заниматься, то есть то же самое. то есть, в принципе, для барабанщика, для репетиции не обязательно сам инструмент, да? Я правильно Да, понимаю? да. То есть Развиваться можно хоть в автобусе на даже самом ехать, отрабатывать вещи. Также очень важно слушать музыку, вслушиваться в барабанную партию, слушать, как там рисунок бочки идет, рабочий, потому что... Сейчас все пианисты, они позавидовали. Кстати, как ни странно, пианисты лучше всего обучаются на барабанах Да? играть. У них У тоже меня- очень У меня, кстати, рисунок. 1,5 класса этих. А вот пианино. он и заметил. Заметил?
что-то сбиваюсь иногда, но Вот. в целом понял. Есть еще что-то такое? А, знаешь, какое типа вот... Мгм. Ну, Да, это это так легко, как бы, да? Это сложно. Это еще 20 минут Мы идет. можем попробовать сделать, да? Ну, допустим, один раз, вот, помнишь, мы с тобой играли рок-бит? Да. Ударяешь ногой сюда, и она постоянно идет. Он как, у тебя же получалось? Так. Не-не-не, вот туда. Я просто здесь показываю. Да, ну, с ногой. Вот, сейчас твоя главная задача проиграть его один раз. То есть счет от 1 до 4 сделать. То есть тун, пять, тун. Все, здесь на этом заканчиваешь. Мгм. Здесь бьешь 4 раза, сюда 4 раза и туда 4 раза. Да. 4 раза здесь? Да. И завершаешь тарелку. Сюда. С ногой. С ногой. Да. Вот так, да? Попробуй сейчас отдельно отработать, Да. допустим, 4 сюда, 4, 4. По кругу просто. Та-та-та-та-ту-ту. Справа бьют. Всегда справа, да? Ты А, правша, всегда? да? Ты По правой, бьешь да? справа. Да, и еще раз. По кругу. Так, стоп. Да. Класс. Ну, мечта детства вообще. Так. Мгм. Можешь посильнее вкладываться, особенно на томах. О, Мгм. это я помню с этого в пионерском лагере, по-моему. Это с теми знаниями, с которыми я пришел сегодня сюда. Сбейтесь кострами. Да-да-да. Сейчас я просто, по-моему, стал, как сказать, мощным специалистом. Ну, для себя. Отлично. Вот сейчас давай попробуем это все совместить с Давай. битом. Так, это... Мгм. Все, класс. Ну, я думаю, на этом можно завершить наш мастер-класс. Иван, огромное спасибо. Спасибо. Супер просто. Друзья, ну а сейчас, я думаю, мы с вами с огромным удовольствием познакомимся поближе с нашей группой Фуга. Причем в каком направлении они играют, как выступают, где выступают, какие у них достижения, какие песни. Мы все это узнаем прямо сейчас. Испытано на себе. Испытано на себе. Здорово, здесь группа Фуга. Сейчас мы будем поломать. На тебя слюной какой-то чувак, которого ты даже не знаешь. Такого себе даже мама не позволяла. Отвечаю, начальником себе мне так чё? Засышь или ударишь? Считай. Раз, два, три. Поломай! Все, что можно сказать, поломай! На все насрать, не послать, поломай! Все, что можно сказать, поломай, поломай, поломай. Поломай! Все, что можно сказать, поломай! На все насрать, не послать, поломай! Все, что можно сказать, поломай, поломай, поломай. Друзья, ну а сейчас наступил тот самый момент, когда мы пообщаемся с группой Фуга и узнаем подробности об их творчестве. Ребят, еще раз всем привет. Привет. Расскажите про, во-первых, какое направление, в каком направлении вы работаете? Это такой старый жанр, называется рэп-кор. Называется рэп-кор, рэп-метал, не метал. Ну, довольно-таки старый жанр. Начинали его еще такие группы, как Beastie Boys, Rage Against the Machine. Ну и мы в таком стиле пытаемся идти. Ну, пока что ничего нового не придумали, то есть пытаемся, идти в этих традициях. Велосипед не изобретать. Да. А почему именно это направление? Ну, оно ближе к нам по душе, как бы, нам нравится, и вот ребятам, всем. Ну, мы довольно старые все, на самом деле. Мне вообще 40 лет.
Вот. И кроме того, чтобы писать рэп и играть на нервах у людей, у меня ничего не получается. Но вот пацаны как бы лобают в этом жанре. Я знаю, что вы достаточно часто выезжаете на гастроли, то есть, да, в Приморье. Не так часто, как хотелось бы, но да, бывает. Вот ездили последний раз 2 года назад, к сожалению. Вот хотим еще поехать сейчас, вот, в марте. Мы сейчас цепляем, 3 города цепляем. Благовещенск, Хабаровск, Владивосток. Хотели еще зайти в Нюрку, но там почему-то у нас не получилось. Ну, тур типа дальневосточный, короче, будет. Вот. У нас большие надежды на этот будущий тур. Она всем не понравится, всем до исключения. Мы песню не одобряем. Если она хотя бы один человек ее минусует, все, она с конвейера сходит. Забудь обо всем, что ты знал раньше. Гуру бизнеса позаботится обо всем, о чем знал, дверь мечтал о будущем. 1,5 косаря лекция и дневничок. Кто-нибудь сделайте что-нибудь. Ой, буду для велика жарко. Работать неохота, бизнес. Он вообще на жире. Вчерашний. Ты чё такой вчерашний? Ты чё такой вчерашний? О чем песни? Ну, много чего. Больше, конечно, я каких-то вижу негативных штук и какие-то такие полухулиганские штуки, да, но вот поскольку это творчество, здесь можно хулиганить, и вот в основном текста такие. Такая отдушина, да, получается? Да, именно вот такое, типа, ну, некоторые в баню ходят, там парятся, да, некоторые в спортзале груши бьют. А мы вот в фуге, да, вот такой. Паримся здесь. И есть еще, конечно же, юмор в текстах, что немаловажно. Бывает, ну. И бывает же. Бывает. Синее небо, будний день в парке, синие банки на зеленой траве. На лице мышцы уже устали улыбаться, так давай еще банку. Вопреки тому, что говорила мама, вопреки тому, что говорит здравый смысл, и даже несмотря на то, что мало не показалось, с помойки не узнают, что за кадровый шум там. Чё, колё, беги, это быки. Так, чё, колё,
Какие планы, творческие планы, что планируете сделать? Ну, у нас вышел буквально вот вчера, я не знаю, когда будет эфир, но вот вчера у нас вышел альбом. Сейчас он пока есть ВКонтакте, вот на неделе он будет уже во всех остальных социальных сетях и музыкальных всяких этих штуках, на платформах. Вот. Поэтому мы сейчас максимально думаем над тем, как сделать какой-то мерч, наверное, ну, по минималкам там, да, чтобы у людей была возможность купить и диски, и какие-то футболочки, там, не знаю, ну, что-то такое. И вот мы хотим вот это все сделать. И, конечно, самое важное, это в марте мы едем на дальневосточный тур. Вот, поэтому тоже там у нас связаны с этим большие довольно расходы. Вот. И надо все вот это как-то устаканить, короче. Вот уже купили билеты на поезд, покупаем скоро билеты на самолет. Да, это будет первый дебют на поезде. Да, наконец-то мы поедем на поезде, наконец-то мы прижмем наши тушки. Они не будете трястись в машине? Да, Нет. просто да, чтобы, ну, понятно было, первый тур мы поехали на машине, на моей, Не, вы все туры ездили на косовской машине. да, легендарная фуговозка, да, этот, как его, Toyota Ной, вот. И, конечно, это физически довольно тяжело. А нынче мы поедем с комфортом и на поезде, и обратно вообще на самолете прилетим. Мы уже ожирели немножко. Класс. Класс. Вот это был просто полный массаж всего тела, пока мы ездили на этой трассе. Вот так вот едем уже. Выходишь из машины, руки уже трясутся вот так. Зато были заряжены, да, выпустить всю энергию на концерте. И вообще в группе я, получается, с парнями только 2 года. Я самый, как бы, как сказать, малоопытный из них. Это уже аксакалы, отрепанные жизнью, турами и так далее. И вот как раз мой первый тур будет с ними. И я очень, как бы, рад и счастлив и горд, что я к ним присоединился. Почему вы назвали группу «Фуга»? Мне нравятся вот все движухи из 90-х, и вот я хотел именно это и подчеркнуть. Фуга, ну, я не знаю, сейчас, может, многие недопонимают, на самом деле фуга – это фингал под глазом. Я помню, что когда я учился в школе, у нас даже иногда было по-человечески стыдновато пацану прийти без фингала под глазом. Зашквар сейчас говоришь. Да, сейчас же... зашквар, точно. И я помню, вот у нас были эти пиджачки вот эти школьные, вот, пуговицу отрываешь и рисуешь себе прям фингал, короче. Чего себе? Да, но я не знаю, ну вот сейчас уже, конечно, такого, не происходит. Но вот, что-то хотелось просто из 90-х подчеркнуть, потому что у нас много очень текстов, связанных с прошлым, вот именно 90-х, потому что, там прошла моя молодость. Вот, и, наверное, тоже с этим очень много связано. Кто-то хочет стать выше, а я, если честно, высоты боюсь. Просто крыши не вижу, не здесь просят, отвечаю, не злюсь. Не злюсь. Я слышал, что у вас вышел альбом. Можете про него рассказать поподробнее? В начале весной 2019 года мы начали вот весь материал собирать в одну кучку и записывать. Вот. Начали с барабанов, вот, и постепенно там гитары, бас-гитара, там и остальные инструменты. И под конец уже вот вокал записывали. А где записывались? Есть студия, да, у нас? Записывались, вообще... С миру по нитке, короче. По там. части, Да, с миру по нитке. Все записывал я один сам, да, в разных местах. У нас была другая репетиционная точка, это в другом месте. Да. Вот. Нам очень все помогали и с аппаратурой, вообще с записью. Обязательно в записях участвовали третьи лица, потому что мне, как звукооператору, которому записывает инструмент, обычно замыливаются уши. Такое вот выражение есть. И не понимаешь, ровно сыграно или неровно. Да, просто приходит третий человек, и вот он такой слушает, такой, да. Вот это вот да, или такой, не, что-то вот здесь типа неровно. Вот это очень важно на самом деле. И еще вопрос, где можно услышать ваши песни? Да, во-первых, альбом называется «План на завтра».
Вот. Сейчас он есть в ВКонтакте. Вот. Может... Mail.ru еще есть. Да. На облаке Mail.ru есть. ВКонтакте набираете группа Фуга, причем пишите по-русски. И тогда вы нас сможете легко найти. И там уже в этой штуке есть ссылка на облако Mail.ru, где откуда можно скачать бесплатно наш альбом. Потому что мы всегда, ну, вот чисто идейно у нас такое, типа, никаких прав не защищено, качайте, кто хотите. Ну что, друзья, слушайте хорошую музыку, будьте здоровы, всего вам самого наилучшего. С вами был проект «Испытано на себе», Руслан Ачиров и группа «Фуга». Группа Фуга испытана на себе. Испытано